Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Я его ведущая Нала Кове. Сегодня в программе. 23 июля Абхазия отметила День утверждения государственной символики, государственного флага и государственного герба. По всей республике прошли праздничные мероприятия. Прошел второй круглый стол предстоящего молодежного форума общественно-патриотического движения «Молодая Абхазия». Темой встречи стала «Молодежь Абхазии сегодня». Первый инклюзивный пляж в Гудауте открылся в микрорайоне Замостянка. Проект оздоровительного пляжного комплекса реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов России. 23 июля Абхазия отметила День утверждения государственной символики, государственного флага и государственного герба. По всей республике прошли праздничные мероприятия. В Сухуме уже по сложившейся традиции мероприятия начались с шествия в национальных костюмах и флагами. Празднование стартовало в 19 часов на площади имени Сергея Багапш, откуда началось масштабное шествие знаменосцев. В праздничной колонии объединились жители и гости столицы разных возрастов, от самых юных участников до представителей старшего поколения, бережно несущих национальные символы. Особую торжественную атмосферу шествию придавал духовой оркестр. Шествие завершилось у Абхазского драмтеатра, где прошел праздничный концерт. Здесь собрались граждане республики и многочисленные гости республики. Среди своего народа и глава государства Бадра Гунба. В мероприятиях также приняли участие премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, члены правительства, депутаты парламента. Бадра Гунба поздравил соотечественников с Днем государственного флага Абхазии. Президент подчеркнул, что сегодня государственный флаг объединяет всех граждан Республики Абхазия и напоминает о славной истории нашего народа, о цене свободы и независимости, вдохновляет на созидательный труд и новые достижения. Бадра Гунба выразил уверенность, что наступит день, когда государственный флаг Республики Абхазия будет представлен во всех международных организациях, а число государств, признавших нашу страну, будет неуклонно расти. Это наша общая цель, и мы будем последовательно идти к ее достижению, сохраняя верность идеалам свободы, независимости и справедливости ради будущих поколений и процветания нашей Родины, говорится в тексте поздравления президента страны. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил народ республики с Днем государственного флага. Флаг нашей страны несет в себе ее историю, выражает самобытность абхазского народа и его стремление к развитию своего государства. Флаг является символом национально-освободительной борьбы и единения народа Республики Абхазия в судьбоносный и трагический период Отечественной войны народа Абхазии. Наряду с гербом и гимном он воплощает ее суверенитет и признается другими государствами мира, говорится в поздравлении спикера. С площади Свободы в Сухуме днем 23 июля стартовал праздничный автопробег до Ткварчала, посвященный Дню государственного флага Абхазии. В колонне редкие советские, европейские, американские ретроавтомобили, а среди участников вице-премьер Тарас Хагба. Безопасность участников на маршруте обеспечивали экипажи ГАИ. Возглавил колонну за рулем «Волги» 1960-х годов политический и общественный деятель Беслан Кобахия. Участники автопробега, посвященного Дню государственного флага, возложили цветы к могиле автора государственного флага, заслуженного художника Республики Абхазия Валерия Гамгия, и к мемориалу погибшим защитникам Родины. Валерий Гамгия вложил в создание символа нашей государственности все свои знания, опыт и душу. Раскрытая белая ладонь несет в мир открытости и доброжелательности. Сегодня абхазский флаг занимает достойное место среди великих держав. Масштабные мероприятия ко Дню государственного флага прошли в Ткварчале. Начались мероприятия с шествия, участники которого жители и гости города, представители органов власти, общественных организаций прошли колонны с государственным флагом и историческими знаменами. Колонну возглавили всадники в национальных костюмах. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику первому президенту Республики Абхазия Владиславу Арзенба и к мемориалу погибшим защитникам Отечества на аллее Героев.
героев. Затем они с песнями и танцами последовали по проспекту Свободы ко Дворцу культуры, где состоялся торжественный вечер, посвященный Дню государственного флага. Кроме того, для жителей и гостей города были открыты интерактивные площадки, стрельба из традиционного лука, фотовыставка. Особой точкой притяжения стала выставка ретро-автомобилей, которые ранее участвовали в автопробеге. Министр транспорта России Андрей Никитин, который прибыл с рабочим визитом в Абхазию, и министр экономики Абхазии Теймураз Меквабия оценили результаты масштабной реконструкции и готовность к работе международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба. Представители транспортных ведомств двух стран также осмотрели инфраструктуру КПП ПСОУ и обсудили развитие ключевых логистических проектов. Теймураз Меквабия подчеркнул, что совместная работа сфокусирована на развитии мультимодальных перевозок, синхронизации работы воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также модернизации приграничной инфраструктуры для повышения доступности взаимных поездок. На текущий момент мы уже осмотрели под реконструкции МАП Адлер, осмотрели текущую инфраструктуру КПП ПСО, в том числе нефункционирующий мост. Осмотр был проведен международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Арзенба. Это одни из ключевых проектов, которые направлены на развитие взаимодействия между Абхазией и Россией в сфере транспорта и повышают доступность для взаимных поездок для наших граждан. Мы очень высоко оцениваем работу команды президента Абхазии по социально-экономическому развитию республики, а следствием этого развития является и рост грузооборота, и, конечно, рост туристического потока. Поэтому наши граждане и Россия, и Абхазия, они нуждаются в улучшении транспортного обслуживания, поэтому, наверное, самый такой важный сегодня проект – это наш погранпереход на реке Псоу. Сегодня идет его масштабная реконструкция, и в 2028 году она идет по плану. Она закончится в 2028 году и позволит нам кратно увеличить возможности и комфорт как для пассажиров, так и для грузового транспорта. Время прохода составит 10 минут для того транспорта, который заранее подаст свои документы. То есть идет очень серьезная работа. Это будет самый крупный погранпереход в России, пассажирский, и самый современный или один из самых современных по грузовому обороту. Поэтому это, наверное, первое, что мы должны сделать, вот, исходя из сегодняшней задачи. Мы также видим трехкратный рост пассажиропотока в аэропорту Сухум, и сегодня, это, во-первых, приятно, что те мысли, те идеи, которые у руководства республики были, что аэропорт надо восстанавливать, они абсолютно подтвердились. И, конечно, мы сегодня будем говорить о дальнейшем его развитии. У инвестора есть соответствующие планы, мы со своей стороны всячески это будем поддерживать. Ну и, безусловно, мы видим рост пассажиропотока и по железнодорожному транспорту, поезд Диаскурия. Интересный проект – это кометы, которые соединяют Сочи с побережьем Абхазии, поэтому с точки зрения транспорта у нас все растет. И наша задача, как руководителей соответствующих министерств, максимально этот рост поддерживать соответствующими решениями, соответствующим регулированием. Ключевые направления сотрудничества в сфере транспорта обсудил президент Абхазии Бадра Гунба с министром транспорта России Андреем Никитиным. Бадра Гунба отметил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко удалось успешно решить многолетние задачи. В частности, возобновлено регулярное авиасообщение между странами, а также начата масштабная реконструкция пункта пропуска Адлер. Глава государства подчеркнул и важность расширения географии направлений железнодорожного сообщения. Вся необходимая работа по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры была проведена при поддержке РЖД. Для нас очень важная встреча, рады вашему визиту. Сегодня взаимоотношения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия развиваются очень интенсивно по всем направлениям. И, конечно же, одно из ключевых направлений – это взаимодействие в области транспорта.
Если говорить о том, что сделано в этом направлении, очевидно, что достигнуты очень серьезные успехи. Вы знаете, что и благодаря вашей поддержке, и благодаря поддержке руководства Российской Федерации, лично Владимира Владимировича Путина, с активным участием Сергея Владимировича Кириенко решены вопросы, которые на протяжении 30 лет не решались. Это в первую очередь открытие воздушного сообщения между Абхазией и Российской Федерацией. Это разработка и реконструкция самого главного пропускного пункта на реке Псол. Мы знаем, что если брать в сравнении все переходные пункты, это один из самых загруженных пунктов. Все это создает определенные условия и требования для выстраивания особых условий и взаимодействия. В прошлом году было запущено железнодорожное сообщение между Сочи и Сухум, поезд Диаскурия, который показал свою востребованность. Прибывают к нам поезда из Санкт-Петербурга, Москвы. Хотелось бы, чтобы география расширялась, все необходимые работы для улучшения железнодорожной инфраструктуры были проведены. Также открыто при вашей поддержке, при поддержке руководства Российской Федерации морское сообщение регулярное. Хотелось бы, чтобы динамика, которую мы задали, в целом, она была выдержана, и более того, мы наращивали свои возможности. Спасибо, уважаемый Бадар Зурабович. Разрешите вас поздравить с Днем государственного флага Республики Абхазия. В вашем лице разрешите поздравить весь народ республики с этой знаменательной датой. Сегодня я первый раз в жизни своей оказался в республике, в общем, для меня это важно. И то, о чем мне мои коллеги из, так сказать, департамента погранпереходов, из Росавиации рассказывали, докладывали, я это все увидел своими глазами. У нас абсолютно по всем нашим транспортным направлениям идет очень хороший рост. Это касается автомобильных перевозок, выдачи разрешений. Это касается, в 3 раза выросла загрузка аэропорта. Вот сейчас мы с коллегами разговаривали, там уже места начинает не хватать. Да? Я помню, как год назад там кто-то сомневался, дискутировал, а сейчас мы видим, что люди голосуют рублем, своим сердцем, наверное, даже правильно. Сначала сердцем, а потом уже рублем, да, то, чтобы приехать сюда, отдохнуть здесь, это очень хорошая тенденция. Безусловно, крайне важно, и вы об этом сказали, это погранпереход, потому что, наверное, это сегодня такая точка для людей дискомфорта, хотя в то же время хочу огромное спасибо коллегам строительным сказать, они фактически в ограниченной территории ведут работу, не нарушая существующего порядка прохождения границы. Но, тем не менее, принципиально важно до 2028 года его сделать, до начала сезона. И то, что я сегодня увидел, коллеги идут в графике, со своей стороны, точка, какая отвечающая за это направление в Минтрансе, максимально будет стараться помогать. Безусловно, отдельная тема железнодорожное сообщение. Здесь мы тоже по Диаскурии, у нас 11% плюс по пассажиропотоку, то есть, в общем, все растет. Да. И этот рост, вы абсолютно верно сказали, надо поддерживать, эту динамику надо сохранять. Абсолютно уверен в том, что и пассажирский потенциал, туристический, в какой-то части пассажирского, но также экономический потенциал, у нас взаимодействие еще не до конца раскрыто. Под вашим руководством, под руководством Вячеслава Владимировича мы этой работой будем обязательно заниматься. Первый прямой рейс из Омска прибыл в аэропорт Сухума. Новое направление стало 12-м в маршрутной сети аэропорта в летнем сезоне 2026 года. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время прямые рейсы в Сухум выполняются из 12 городов России. За май и июнь 2026 года аэропорт обслужил более 24 тысяч пассажиров, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. МИД Абхазии направила поздравительную ноту Министерству иностранных дел и внешней торговли Венесуэлы по случаю 16-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Абхазией и Венесуэлой. Установление дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла в этот день стало залогом развития отношений, дружбы и сотрудничества между нашими народами и государствами. Рассчитываем на продолжение нашего содержательного общения и плодотворной совместной работы на благо
блага наших стран отмечается в поздравительной ноте. Комиссия по реализации государственной программы развития сельских территорий на 2026 год приступила к рассмотрению заявлений граждан, претендующих на участие в программе. Работу комиссии возглавляет вице-премьер Джансух Нанба. Открывая очередное заседание, вице-премьер озвучил основные положения программы и ожидаемые результаты. Главные цели – это диверсификация сельской экономики, повышение занятости, улучшение уровня и качества жизни сельского населения и увеличение объема сельскохозяйственного производства. Уважаемые члены комиссии, мы продолжаем свою работу. Мы непосредственно приступаем к рассмотрению поданных заявок. Заявки будут рассматриваться у нас сегодня по нескольким направлениям. Значит, первым вопросом мы рассмотрим заявки на участие в программном мероприятии на получение грантов по направлению развития рыбной отрасли. Вторым вопросом рассмотрим заявки на получение субсидий. Третьим вопросом рассмотрим заявки на участие в программе по направлению развития питомниководства. Четвертым вопросом мы рассмотрим заявление на участие в программе по организации и проведению искусственного осеменения крупного рогатого скота. Пятым вопросом мы рассмотрим и утвердим конкурсную документацию. Конкурсная документация предлагается к рассмотрению по двум направлениям. Это приобретение химикатов, значит, для сельскохозяйственных культур и приобретение запчастей, в частности шин, для специальной сельхозтехники, которая стоит на балансе у, значит, республиканских унитарных предприятий Министерства сельского хозяйства, МТС, значит, машино-тракторные станции. Приближается молодежный форум общественно-патриотического движения «Молодая Абхазия», дата проведения которого назначена на август. На данный момент проходит серия предфорумных мероприятий, в которые включены 3 круглых стола. Так, темой второго круглого стола стала «Молодежь Абхазии сегодня. Вызовы, возможности и перспективы». Нала Чинджерия расскажет подробности. Которую мы должны... Молодая Абхазия вновь в строю. После долгого перерыва движение заново перезапустилось. Организация объединяет молодых активистов для поддержки интересных проектов. В рамках круглого стола участники обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся современной молодежной политики, образования, лидерства и общественной активности. Несомненно, в сфере государственной молодежной политики в Абхазии и в плане там, патриотического воспитания в Абхазии, несмотря на, так скажем, недолгую, небольшую ее историю в целом новейшего государства абхазского, есть колоссальный опыт. Сегодня мы смело можем сказать, что есть определенные достижения, выросло поколение, но тем не менее актуальные вопросы, актуальные проблемы, как и везде, во всем мире, остаются и у нас. Наша с вами задача – это мобилизовать все здоровые силы нашей страны, нашей республики, тесно взаимодействовать со всеми, кто нас любит и протягивает руку помощи. Круглый стол стал площадкой для открытого диалога между молодежью, экспертами и общественными деятелями. Депутат Народного собрания Инар Сацба отметил, что нужно проложить тропу в занятости молодежи и что не стоит бояться ошибок. На самом деле ошибка – это положительная вещь, ведь только таким образом можно понять, что действительно работает не так и что необходимо изменить, говорит депутат. Главное здесь все-таки задавать вопросы, развивать критическое мышление и пытаться понимать и ориентироваться в пространстве, которое вас окружает. А сегодня это очень агрессивное, сложное пространство. Крайне сильно по многим исследованиям вырос процент молодых ребят, у которых постоянные депрессии, сложности с самоопределением, самопознанием и так далее. Все это не что иное, как результат того большого объема информации, который просто-напросто на вас вывалился.
и плавать в такой воде безумно сложно. Поэтому мы все-таки со своей стороны, опять-таки наблюдая же за вами, пытаемся вам подсказать. То есть задавайте себе вопросы, ищите оптимальные пути. Обращаясь к молодежи, директор представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии Юлия Красцова отметила, что только живое общение закрепляет работу любой встречи. Так их дирекция провела ряд проектов, направленных на подрастающее поколение. Впереди у нас фестиваль в Екатеринбурге в сентябре. Порядка 200 участников будет. В этом году просто невероятное количество заявок. Мы видим активность молодежи. Там порядка 500, чуть меньше заявок поступило. Это говорит о заинтересованности, вовлеченности молодых людей интегрироваться в молодежное сообщество мира в целом. Порядка 190 стран у нас будет представлено на фестивале. Поэтому, ребята, кто попадет, кто поедет, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, знакомьтесь, показывайте себя, показывайте свою страну, потому что важно помнить, выезжая за пределы своей страны, вы ее представляете на самом высоком уровне. Заместитель председателя движения «Молодая Абхазия» Денис Соломка рассказал молодежи о добровольчестве в Абхазии. По его словам, в нашей стране работали многие организации, от союза студентов до волонтерских движений. И все идеи от участников рождались от души. Соломка посоветовал нынешней молодежи участвовать во всех проектах, ведь окно возможностей уникально. История волонтерства в Абхазии, если кто-то не знает, оно началось не вчера. Это давняя история еще с послевоенных, я бы, наверное, даже сказал, лет, которые занимались люди, кто-то в КВН начинал, кто-то в зачатках общественной деятельности, тогда еще в послевоенной Абхазии. И делали это по зову сердца, и по убеждениям, а не ради каких-то выгод. Итоги круглого стола позволят определить актуальные запросы молодых людей, сформировать предложения по совершенствованию молодежной политики и обозначить новые направления для развития общественных инициатив в Республике Абхазия. Нала Чхинджерия, Константин Парулова, Абхазское телевидение. День государственного флага отметили в Агудзере. Тематический мастер-класс, выставка флагов, шествие и праздничный концерт для жителей и гостей Гулрипшского района была организована обширная программа. Милана Агарба расскажет детали. Сегодня государственному флагу Республики Абхазии исполнилось 34 года. И прямо сейчас, в честь этого события, в поселке Агудзера проходят праздничные мероприятия. Давайте посмотрим вместе, что же приготовили для гостей и жителей. Первой площадкой праздника стало творческое пространство «Арт-хаб». Здесь для детей прошел тематический мастер-класс. Маленькие участники своими руками создавали рисунки, лепили из пластилина и делились хорошим настроением. Я вот делаю мороженку, леплю точнее. И я пожелаю на день абхазского флага, чтобы все были радостные, здоровые, и чтобы никогда не было войны. Пожелаю, чтобы было много улыбок. Я рисую флаг, вот уже докрашиваю. Я желаю в день флага людям здоровья и чтобы все были счастливы. Помимо творческого мастер-класса на мероприятии была представлена выставка флагов. У нас в республике отмечаем День национального флага, и в Гулрипше в частности. У нас представлена выставка старых наших флагов, которые мы здесь представили для того, чтобы наши друзья, люди, которые здесь отдыхают, здесь находятся, и местные жители посмотрели, обратили на это внимание. Творческая эстафета, словно яркий поток энергии, была подхвачена молодежью Агудзеры. Главные улицы поселка ожили в масштабном шествии, которое плавно двигалось от центра к парку Смитского. Участники, полные энтузиазма и креативности, делились своими мыслями о том, что для них значит нести флаг. Я очень горжусь, когда я держу в руках этот флаг. Для меня это большая гордость. Я очень люблю свою страну, и я очень рада, что я здесь живу. Для меня это день гордости за нашу родину.
участие в шествии – это возможность выразить уважение к нашей республике. Я хочу поздравить всех с Днем флага. И я горжусь, что я держу в руках флаг. Ярким и громким финалом праздничного дня стал большой концерт в парке имени Смитского. Здесь собрались жители и гости поселка, чтобы вместе отметить 34-ю годовщину принятия государственного флага. Милана Агарба, Аляс Амичба, Абхазское телевидение. Госкомиссия по монументальному искусству одобрила проект «Памятник Иоакогоне». Решение принято на выездном заседании комиссии, которое прошло под председательством вице-премьера Джансуха Нанба. Проект, автором которого является народный художник Абхазии Миран Адлейба, ранее был признан победителем повторного открытого международного конкурса. В ходе заседания автор представил доработанную скульптуру, выполненную с учетом рекомендаций данных комиссии в октябре 2025 года. Администрации города Сухум совместно с автором проекта Мираном Адлейба и архитектором Саидой Лакарба рекомендовано доработать проект благоустройства территории и постамента с учетом утвержденной концепции благоустройства набережной Сухума. Первый инклюзивный пляж в Гудауте открылся в микрорайоне Замостянка. Он оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект оздоровительного пляжного комплекса в Гудауте реализуется в рамках программы Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии «Доступная страна души» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов России. Репортаж Лауры Капш. Пандус для входа в море, раздевалка, специализированные лежаки, коляска-амфибия, спасательные жилеты, душевая, настилы и специально адаптированные пляжные зоны, спуски к воде и уютные места для отдыха. Все это делает инклюзивную набережную в Гудауте настоящим подарком для тех, кто нуждается в безбарьерной среде. Расположенная в живописном микрорайоне Замостянки, она не только улучшает качество жизни, но и дарит возможность наслаждаться красотой природы, не ограничивая себя. Здесь каждый чувствует себя частью большого и заботливого сообщества, где важны комфорт и доступность. Проект оздоровительного пляжного комплекса в Гудауте реализуется в рамках программы Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии «Доступная страна души» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов России. Сама по себе история создания доступных пляжных территорий принадлежит, конечно же, основоположникам этой сложной работы Алхасу Тхагушеву и Арзадину Агарба, которые являются представителями АИС, и они как раз-таки были теми людьми, которые все это начинали. И, разумеется, мы как подрастающее поколение вдохновлялись их работой. И когда вот часто у нас спрашивают, что дает вам силы, вот почему я занимаюсь активно этой работой, всегда говорю, что я это делаю для людей, которых я люблю. Потому что у меня в семье, в моем окружении, среди моих самых близких людей есть люди с ограниченными возможностями. И мне всегда было очень больно смотреть за тем фактом, как, к примеру, кто-то может пойти искупаться на море или пойти на термальные источники, а у них нет такой возможности. И вопрос, почему же так, вот именно из факта несправедливости, привел меня к тому, что я решила этим более активнее заниматься. Это общественная инициатива, которая перешла в такую достаточно большую программу, которую поддерживают представители различных структур, в том числе, конечно же, администрация президента Республики Абхазия. Мы являемся победителями конкурса «Созидатели Абхазии», и в рамках реализации проекта Фонда президентских грантов России сегодня вот мы находимся с вами на уже действующем первом инклюзивном пляже на территории Гудаутского района. Инклюзивный пляж в Гудауте – это место, созданное для комфортного и безопасного отдыха для людей с инвалидностью, маломобильных граждан, пожилых людей. Он также открыт для всех гостей Абхазии. Этот проект – важный шаг на пути к доступности нашей страны для всех. Мы абсолютно делали все под заказ. То есть у нас здесь порядка более 200 квадратов деревянных настилов. Делались они из очень прочного и качественного материала. Мы это все обрабатывали. Это абсолютно не скользящая поверхность. Также мы привезли сюда и сделали на заказ большую раздевалку и душевую. Сделали специализированные шезлонги. Сделали специальные теневые зоны. И, конечно же, все делали строго по ГОСТу. Наш пляж является таким, знаете, показателем совместной работы. И самое главное, что мы это делаем для людей.
И я хотела бы в первую очередь оказать, и не просто сказать слова благодарности, низкий поклон всем жителям Гудауты. Братья Гаргулья оказали нам невероятную поддержку в создании непосредственно данной парковочной линии, меценаты. То есть я скажу честно, я такой поддержки не получала нигде, как в Гудауте. И для меня это очень большой показатель, что это здесь было актуально, здесь и сейчас. Стоит отметить, что данное место было выбрано не случайно. Этот пляж с 2019 года выделен администрацией Гудаутского района для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря администрации у нас появилась наша локация. Всех нас поздравляю, всем огромная благодарность, всех, кто принимал участие. Вот так, объединив наши усилия, администрация и отдел образования, вообще все наши гудаутские структуры всегда взаимодействуют с нами и во всем всегда помогают, поддерживают. Поэтому за это вот огромное спасибо. И вместе мы сможем очень много хороших, добрых дел сделать. Коммуникационные системы, освещение, водоснабжение, видеонаблюдение – все это было создано с нуля. За 6 месяцев это место превратилось в комфортную зону отдыха. Поддержку в создании инклюзивного пляжа оказали администрация Гудаутского района, Государственный комитет по репатриации, депутаты, общественные организации и предприниматели. Благодаря их совместным усилиям пляж стал реальностью. Это значимое событие для нашего района, для нашей республики. Это наша обязанность поддержать тех людей, которые на сегодняшний день не в состоянии в полной мере быть равными нам. Социализировать этих людей – наша обязанность. Главное, мы должны сделать все для того, чтобы эти люди с ограниченными возможностями имели полноценно смотреть в будущее, сосуществовать вместе с нами, принимать участие в жизни нашего города, страны. А наша обязанность создавать условия для этого. Народный фронт, наша команда, она всегда занималась тем, чтобы помогать людям, тем, чтобы объединять людей вокруг наших общих проблем и каких-то вызовов. И сегодня мы на таком прекрасном и очень важном событии, это открытие этого пляжа, да, это доступная среда для каждого. Ведь каждый из нас, каждый из вас, он имеет право иметь возможность отдыхать, видеть это прекрасное море, оздоравливаться, да, получать те блага, которые у вас здесь находятся. И команда Народного фронта будет и дальше поддерживать все эти социально значимые проекты, будет поддерживать каждого, кто сейчас здесь находится. Особую благодарность заслуживает наш соотечественник, меценат из Турции Джан Ашхаруа, который передал ассоциации специализированное оборудование, коляску для купания маломобильных людей в море. После открытия у детей была возможность ознакомиться с данной площадкой, а также специально для них ансамбль «Адац» исполнил танец. Ну и куда же без песни. Следующий инклюзивный пляж планируют открыть в Ачамчире. Лаура Капш, Адам Ардженя, Абхазское телевидение. «Я пришел». Музыкальное шоу под таким названием прошло в Абхазской госфилармонии. На сцене шоумен, телеведущий, исполнитель песен Леван Тодуа. В программе был задействован шоу-балет и артисты абхазской эстрады. Полученные от продажи билетов средства, как всегда, Леван Тодуа направил на благотворительность. На ярком и фееричном шоу побывала Гугуца Вардания. «Я пришел» – так называется концертная программа шоумена и музыкального исполнителя Левана Тодуа. И это не просто название, а своего рода манифест. Ежегодно в свой день рождения Леван возвращается на родину, чтобы не только встретиться со своим зрителем, но и сделать доброе дело. Традиционно концерт благотворительный. В этом году часть вырученных средств будет направлена в помощь Сухумскому дому престарелых. И в
этот раз Ливан приехал не один. По сложившейся традиции на абхазской сцене вместе с ним выступают друзья, яркие артисты, которые давно стали частью большой творческой семьи шоумена. На самом деле Абхазия как родная, действительно, благодаря Левочке, более 18 лет мы здесь и ведем и свадьбы, и фестивали, и мероприятия. И помимо Ливана еще очень много других организаторов меня приглашают, и это очень приятно. То есть настолько теплая публика, как и сама страна. Прилетаешь сюда, здесь сразу жарко, пальмы, как будто бы вообще где-то там на курортах заморских шикарных. И это так классно, что сделали аэропорт. Я сегодня впервые прилетела прямым рейсом. 2 часа 30 минут, и ты уже здесь. Просто смена картинки. Пальмы, солнце, море. Ну, а если говорить конкретно о сегодняшнем концерте, филармония — это уже родной дом. Здесь огромное количество и мероприятий проведено, и в том числе и в нескольких шоу у Левы я участвовала. И, честно говоря, призадумываюсь о том, что надо найти время в моем плотном графике и организовать уже сольный концерт, также пригласить Леву в свое шоу. Также на одной сцене с Ливаном блистали прима-балерина Дарья Захаренкова, певица Мария Емельяненко. Услышали зрители и саксофон в исполнении Шахана Сергинава. В Абхазии я уже была раза 4. Последние 2 года приезжаю к Ливану на его шоу. Прошлым летом была, и вот. Было очень интересно, новый интересный репертуар, долгая подготовка. Но мне кажется, у нас все получилось. Самое главное, что мы это все делали с душой. Живой звук, премьеры новых песен, яркие хореографические постановки. Зрители, приехавшие из самых разных районов республики, буквально не отпускали артистов со сцены. Был хороший вечер, спасибо большое. Я получила огромное удовольствие, шоу было великолепное. Ливан, ты молодец. Ливан тодуа карцой дахдруиште, агубулю, агураз, абсназхана, ауарзхани кайцудараз ирасоп, хаухарги улшот. Хагуя худараза. Зиграс Ливана потузикусо, зеж вежаш ксцвет апсна дахамниште, руснула до ойште, а хобря ябсвара поту аксан, ябсва безфя поту аксан бысхак, и нухуй год и хамаш законера убыс, очень чиракала кеч данайла кера насирла сила синдавит апсантуа, данайла очень чира ханеюшо, убряч куна апсфеда, дача безфя кала дунихангет хатшвицу. Бессонные ночи, многочасовые репетиции и продумывание каждой детали шоу. Ливан признается, подготовка к концерту в Абхазии для него всегда волнительна. Наилучшие чувства остались, потому что я очень люблю свою публику. Это моя историческая родина. Я каждый раз говорю, обожаю наш концертный зал, Абхазскую государственную филармонию. Здесь особое звучание. И когда ты у себя на родине, на исторической родине выступаешь, это двойная ответственность. Но лучшей наградой за труды становятся полные залы и возможность подарить землякам частичку своего тепла. Неразрывная связь Ливана с Абхазией ощущается в каждой ноте, каждом слове, обращенному к зрителям. Нам очень понравилось, мы попали случайно. Мы из Ярославля пришли посмотреть просто на филармонию. Нас пригласили очень доброжелательно. И нам очень понравился, голос понравился. Мы очень довольны, большим впечатлением. Спасибо. Конечно же, на концерте присутствовали друзья и родные, каждый из которых желал крепкого здоровья и творческого вдохновения. Желаю ему, прежде всего, неиссякаемой энергии, здоровья, чтобы он был счастлив везде и всегда, только сиял. Завершился вечер уже традиционно песней на бис, в этом году дуэтом с певицей Марией Емельяненко. Ливан Тодуа в очередной раз доказал, что искусство способно не только радовать и вдохновлять, но и объединять людей вокруг благих целей. Зрители вновь с нетерпением будут ждать следующего дня рождения артиста, чтобы окунуться в атмосферу музыки, добра и человеческого тепла. Гугу Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
пятницу 24 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны кратковременные осадки локального характера. Днем без существенных осадков. Жаркая погода. Температура воздуха ночью 18-23, днем 27-32 градуса. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.